Первое, что бросается в глаза на конгрессе API Global, это разнообразие экспонатов, представленных на стендах. Костюм современного пчеловода, да, это? Можно назвать так. Кстати, можно изготовить из желтой ткани и будет вообще как цвет пчеловода. Пожалуй, один из самых неожиданных предметов. Конечно, создавали экзоскелет не только для пчеловодов, но и пасечники, как показывают представители компании, вполне могут пользоваться им в своей работе. Главное назначение – до 40% уменьшить физическую нагрузку при выполнении тяжелых задач. Он работает сам по себе, так скажем. Из чего он состоит? Ну, сам жилет и наколенная часть. Здесь у нас пластина поликарбоната, она не дает согнуть спину нам. Основная же травма, получаем неправильный позвоночник, согнули в пояснице, груз подняли и надорвали, так скажем. Вес груза-то он не меняется. То есть вот у нас такой образец, так скажем. Я вот поднимаю, спина у меня прямая, и за счет системы повернусь спиной, так скажем, эластомеров, он у меня вытягивает груз, и спина и работает правильно. Тут получается именно снижение нагрузки на мышцы в области рук происходит. Фиксаторы, то есть эластомеры в том числе, они способствуют и помогают, то есть удерживают на высоте. Все привыкли, что пчеловодство крайне традиционная сфера сельского хозяйства, но и до сюда тоже добрались современные технологии. На форуме презентовали цифровой улей. Эта система, построенная на алгоритмах искусственного интеллекта. На рамку крепятся всевозможные датчики, которые отслеживают различные показатели. Ну а наблюдать за всем этим можно просто на своем смартфоне. Проект стал частью единой цифровой платформы пчеловодства. Она упростит производителям выход на медовую биржу и сведет к минимуму присутствие на рынке фальсифицированной продукции. Как раз ему на помощь приходят цифровые технологии, потому что там есть контроль разных сред. То есть это и температура, и СО2, и влажность, соответственно. Есть даже разработка с точки зрения вибрации пения пчелы, которая показывает, что пчелы собираются к роению. В компании говорят и о развитии такого направления, как пчелошеринг. Это когда человек, даже далекий от сферы производства меда, сможет брать улья в аренду и получать собственный продукт. Причем все это дистанционно. У тебя будет видеоизображение и все показатели, как я уже сказал, и вес, и СО2, и прочие, в общем-то, показатели, которые мы замеряем. И приложение. Исходя из этого, ты получаешь некий готовый продукт, и тебе не нужно обладать всеми этими знаниями, но ты владелец пасеки. Из своей пасеки получать мед со своим вензелем, логотипом, хотя бы фамилией. Вот, наверное, история, которая будущее. Как каршеринг, только пчелошеринг. К слову, как уверяют создатели, использование цифрового улья позволит пчеловодам увеличить сбор меда на 15%, а прирост и сохранность пчел на 20%, что особенно актуально в свете той глобальной задачи, которую ставят власти Башкортостана. Сейчас в регионе насчитывается порядка 275 пчелосемей, а медоносная база позволяет в 3 раза увеличить их количество, как и объемы готового продукта. За последние 4 года мы направили на развитие пчеловодства более 60 миллионов бюджетных средств. С этого года мы приняли решение удвоить ставку субсидий за содержание племенных пчелосемей до 2000 рублей за одну пчелосемью. С 2023 года мы субсидируем половину затрат на приобретение племенного пчеломатериала популяции разводимых у нас среднерусской и башкирских пород. Третье. Поддержка древнего башкирского промысла колодно-брачевого пчеловодства. Меры поддержки как социальный лифт предусмотрены на разных этапах становления хозяйства. Это, во-первых, агростартапы до 5 миллионов, от 1,5 до 5 миллионов. Это пчеловоды, которые из личного подсобного хозяйства, из ЛПХ переходят в организованный сектор экономики и получают статус крестьянско-фермерского хозяйства. Через год работы, успешной работы, вы можете претендовать на семейные фермы, на поддержки гранта семейные фермы. Там уже грант более серьезный, от 5 до 30 миллионов. Если вы все хорошо и вы хотите выйти на экспорт, на серьезные объемы, вам нужно объединять ресурсы, вам надо задумываться об объединении в кооперацию. В части кооперации у нас тоже есть меры господдержки.
издержки довольно серьезные. В Башкортостане 90% пчеловодов работают в статусе личных подсобных хозяйств. Но важно, как говорят эксперты, переходить на производство в промышленных объемах, чему, собственно, и способствуют региональные меры поддержки. 10% от всего валового меда страны – это Республика Башкортостан. Ну и при том у нас очень уникальный мед. Его нельзя сравнивать с сортами меда других регионов. Не зря наш башкирский бренд, он известен по всему миру. Но, к сожалению, фальсификатов очень много, и под башкирский мед продают мед других регионов. На выставке API Global показали и то, что активно применяют пчеловоды, идущие по пути расширения своих пасек. Александр Халецкий, участник из Запорожской области, объясняет принцип работы автоматической линии по сбору меда. Говорит, у него в хозяйстве почти такая же. Ставятся рамки, оно поднимается сюда, открывается, сюда попадают рамки, отсюда попадает в линию обрезки, обрезается и проходит к линии откачки. Все, оно автоматически работает, вот благодаря вот этому всему. Подача, все, потом попадает сюда, отсюда уже откачанные, берется тот корпус, вставляется и рамки откачанные. Да и базовые инструменты для того, чтобы хотя бы попробовать, приобрести сейчас не проблема. Это вощина для пчел. Вот таким это образом происходит. Готовят сначала рамку пчеловоды, потом ставят вощину. А дальше пчелы уже отстраивают соты, вот эти объемные, и запечатывают их. В сотах они мед держат, пергу, личинки пчелиные выращивают. Участник из Самарской области Василий Петрин, в свою очередь, считает, что мало просто произвести хороший мед. Важно его правильно упаковать. Вот такие варианты с Новым годом. Недорого получается, вкусно, полезно, красиво. И обычно после этого народ, имея еще рекламу с этой коробочки, к нам возвращается и приобретает у нас мед. Мероприятие объединило промышленных пчеловодов из 80 регионов России и 15 стран. Я приехал сюда, чтобы установить некоторые связи, также посмотреть, как в России производится мед, как в Республике Башкортостан работает производство меда, и чтобы у нас было совместное сотрудничество наше с Китаем, Китая и Республики Башкортостан. Китайцы представили на форуме стенды с препаратами, которые, как уверяют, помогут бороться с главным врагом пчел – клещом варуа. Сейчас мы почти 10 лет в России работаем. Сейчас в Башкортостане очень много пчеловодства, поносит наша продукция. И вице-президент завода хочет инвестировать в Россию, то есть, несмотря на предпринятые санкции и так далее, трудности в этом направлении. Клещ варуа деструктор. Вот смотрите. В каждой семье на сегодня 3, 4, 5 тысяч штук с одной пчелосемьи. А вот ученый Владимир Яранкин полагает, что бороться с вароатозом можно и без всякой химии, с помощью метода тепловой обработки. Вы заболеете, куда вы идете в первую очередь? В баньку попариться, правильно? Пчел один раз в году надо сводить в баню. Вот она стоит перед вами, это называется термокамера. Пчел надо стрясти в эту воронку, то есть эта кассета вот через эту воронку стряхается. Потом открываем нашу термокамеру, вставляем вовнутрь. Это рабочее состояние. Все, ровно 15 минут, все клещи у нас собраны. Температура обработки пчелиных семей 48 градусов. Пчелы не страдают от этого? Вы в баню сходите, вы страдаете, вы наоборот рады, и пчелы точно так же рады. Борьба с паразитами – один из важных этапов сохранения генотипа башкирской популяции пчелы. У Башкортостана большая заслуга по части развития племенных хозяйств. В стране таких 12, 4 находятся в республике. Нам для этого необходимо производить собственные пчелопакеты. Не менее 30-35 тысяч в год, чтобы обеспечить республику и обезопасить ее от проблем, возникающих из-за бесконтрольного ввоза. Также необходимо заниматься подготовкой профессиональных кадров для отрасли. Специалистов по пчеловодству готовят в агроколледжах, как часть направления изучают и в Башкирском аграрном университете. На факультете имеется отдельный профиль – промышленное пчеловодство по направлению подготовки зоотехнии. И ежегодно 10-15 человек именно для развития пчеловодства мы берем на этот профиль. Можно отдельно получить курсы по пчеловодству. На курсы может попасть любой, записаться на нашу кафедру.
Немногие знают, что развитие пчеловодства полезно для всего сельского хозяйства. Только за прошлый год насекомые опылили более 1 миллиона гектаров. И это, как говорят специалисты, гигантская заслуга в повышении урожайности, в том числе кормовых культур, что в дальнейшем влияет на продуктивность сельскохозяйственных животных. Особое место на выставке заняли дегустационные стенды. Среди представленных продуктов весьма необычная палитра вкусов, и почти все связано с медом. Даже гусиная колбаса со сладким лакомством в своем составе. То есть, когда приготавливается, именно идет замес фарша, то есть самого мяса, оно замачивается на меду. И, то есть она такая сладковатая. Там идет горчица, мед и мясо гуся чисто. Получается, мясо бедра гуся идет. Виктория Хазиева предлагает участникам конгресса и нашей съемочной группе отведать монпасье. В составе натуральный мед. Есть фруктовый, есть медовый. Изначально я думала, как детям привить любовь к меду. У нас есть своя пасека, но мед не все соглашаются есть. Поэтому решила в леденец добавлять мед. Большим успехом пользовались выставочные столы, где можно было, например, продегустировать вино из урожая, выращенного в Башкортостане. В бутылках первая партия полученного напитка. По соседству столик с конопляным чаем. Гостей, конечно, привлекает название. Впрочем, как говорят производители, ничего криминального. Для меня он имеет какое-то, знаете, свойство необычное. Когда вот лежишь дома, предположим, перед телевизором отдыхаешь, да, он тебя успокаивает. А если вот здесь, предположим, пьешь, да, на выставке, он, наоборот, тонизирует, становишься как на жизнь. Действительно, это надо просто попробовать и оценить. Возьмите, просто попробуйте. так не поймешь. Не дурманит? Нет, Много интересного попробовал на форуме, конечно. В рамках форума провели и международный конкурс меда. Победителей выбирали в разных номинациях. Немало первых мест и у башкирского продукта. Член Ассоциации медовых сомелье специально для нас попробовал и рассказал, какие нотки можно почувствовать, пробуя башкирский мед. Оцениваем первые органолептические характеристики, это по запаху. Вот этот мед абсолютно имеет абсолютно законченный букет, очень сбалансированный запах. Основной таксон башкирского меда – это, конечно, липовый мед. Большие насаждения липовых лесов в Башкирии, и этот доминирующий таксон в монофлорном виде меда, а также во всех остальных присутствует, делает мед уникальным. У вас есть очень много еще в вашем крае лекарственных растений, которые дополняют липовый нектар в меде, которые делают его более насыщенным. Знания и идеи, полученные на форуме API Global, найдут отражение в хозяйствах пчеловодов по всему миру. Сербу Джорджи Марковичу интересен в первую очередь законодательный опыт, который также активно обсуждался на деловой части форума. Более 90% меда в Сербии фальсификаты. У вас, как я слышал, 80%. С этим, конечно, надо бороться. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я думаю, такие же, как и здесь. Это климатические изменения. Это очень сильно влияет на пчеловодство. В прошлом году Башкортостан поставил на экспорт более 26 тонн меда. Что интересно, немалая часть идет и в так называемые недружественные страны. Почти 3/4 поставляется в Германию, партии также уходят в США, ну и, конечно, в страны СНГ. Поэтому неудивительно, что Конгресс пчеловодов проходит именно в Башкортостане. Как ранее отмечали в Минсельхозе, Уфа имеет все шансы стать зимней медовой столицей страны.